Так, ребят, сейчас как-то развернуть надо. Не знаю, будет работать или нет. Минус 35 градусов на улице. Вот тут на мотособаке ходили. Так, ладно, схожу за речьем. Чисто пришел речку посмотреть. Тут переход. Капец погода, конечно. Минус 35 в данный момент. Еще северный ветер дует. Нехороший. Вот видно, как на мотособаке тут ездили. Подправили. Снегом сейчас пурга была. Все намело капитально. Так вот. Нафиг, это 35. Не для похода, конечно. Замерзнешь. Так. В принципе. Бураница еще как-то есть. Не, лицо замерзает, блядь. Ветер холодный. Мотособака туда уехала. О, вот это ветрище. В районе было замерзло капитально. Привет, ребят, всем. Куда путь держишь, Антон? Здесь просто за речь вот сюда пришел. Чисто посмотреть дорогу. На днях буду на мототолкаче пробовать здесь проехать. Думал, тут намело, даже тропы не видно. Нет. Как бы еще все есть. Дорога нормально. Здесь широко тоже бураном топтал. Все ништяк. Проехать можно. Техника новая. Непонятно, где он может ехать, где застряну. Вот решил так пройтись. Если до сюда доеду, до сюда, потом уже буду, там все равно старая дорога должна быть, во-первых. Во-вторых, ну, как сможем, куда сможем, покатаюсь. Но это чуть потеплее, что мы не сегодня. Я до сюда дошел, уже замерз. Ждем, пока тушки будет, ребят. Так. Олег Засвя, как дела? Так. Олег, привет, я Толкач. Олег Новосибирск, привет. Мира и добра. Привет, Владимир. Фу. Кто, ребят, не в курсе еще, там в описании ссылка есть на мой телеграм-канал. Все новости, что происходит. Даже сегодня с утра уже тоже ролик выложил туда. И кроме этого еще будни Олега, мой второй канал.
Но запас фильмом немного уже осталось. Там, получается, сегодня 6-я серия будет на ютубе. Как сказать, 6-я серия похода на вторую избу. И еще 2 фильма остается. Потом уже снова надо снимать. Что тут? Палка или просто ворошили? Что-то следы какие-то. Но это палка, кто-то вот ходил. Вчера, наверное, даже ходили. Он потом воткнул палку на реке. Там налей, все замерзло уже. Хотел вытащить палку, думаю, чуть в сторону передвину. Что-то слишком близко к тропе ставил. Так, Алексей. Привет, говорит. Так, с днем памяти перед Макар. Фу, это я не знаю. Так, далеко ходить не стану, ребят. Фу. Да, в 30 градусов, 35, лучше дома сидеть. Честное слово. Я один раз 35 или выше, ниже, то есть, ну, холоднее еще, может, даже 35 было. Был я на второй избе, и надо было ехать обратно домой. Буран, блин, завел, думаю, что-то случится. Такой шум, гам, грохот. Но не подвоел, привез нормально. Ты мерзнешь, конечно, там техника. Самое главное, чтобы не сломалась. Довезет, главное, заправляй. Фу. Так. Так, с днем памяти. Так, привет из Сушкеровского района. Привет. Хелиор, наверное. Да, в Усть-Куломском районе 7 февраля по Моздино, ой, бля, обманываю, 7 марта по Моздино будет очередное соревнование буранистов. Так что имейте в виду, кто-то в прошлом году уже спрашивал меня. Но отдельно там объявление я в Телеграме, наверное, выложу. В Помоздино. Там гонки на снегоходах каждый год. 7 марта вроде бы. Еще надо точно уточнить, но она на 7 марта будет. Так. Василь, привет. Хорошо. Но здесь лучше. Блин, по реке шел. Еще холодно. Ветер холодный. Вот смотрите, ни одной следов куропатки, ничего в этом году. Что-то совсем глухо, тихо. Сейчас город, последний раз, когда ездил, в одном месте только одну куропатку видел. И все. Там дорогу перелетела птица и нырнула так. Не снега, я имею в виду, за бруствер такой. Так, ну тут все окей, ребят. Следы еще к озеру есть, не надо топтать. А в лес тоже есть. Так что в скором будущем буду испытывать мототолкач. Обкатка будет. Первоначально не буду так сразу убивать технику. Просто вот покатаемся по бураницам. Ну и также пухляк. Ну вот видите, пухляк он до земли. Просто легко до земли. Проваливаешь до земли. И прослоек вообще в этом году никаких нету.
Вот снег как начал падать, и не было так вот, что вот снег падает, заморозки, или оттепель, наоборот, оттепель. Такого не было. И вот сейчас, уже на будущей неделе обещают 11 метров в секунду ветра. 11. Это говорит о том, что вот это все расшатает. И только 10 градусов мороза. Вот. Ну вот следы белки. Беличьи следы. Видите, сколько снега? Вот. Вот ветром расшатает все это дело. Вот так вот. И уже все будет ништяк. Вот такие комки, ребят, опасные. На охоте в оттепель, когда в феврале-марте уже начнется плюсовая дождливая погода. Блин, говорю вам, берегитесь таких деревьев, такого снега. Да. Снег на буранице сантиметров 10. Во-первых, здесь у меня альбатрос легко проедет, малыш, шкальчик, так называемый. Этот альбатрос маленький прозвали в селе шкальчиком из-за того, что маленькая, бутылкой водкой сравнили. Вот, а этот толкач уже побольше, конечно. Там уже пол-литра полна уйдет. Вот. Все, значит, здорово тут. Проеду, потом уже. Но здесь видно, что снег немножко тоже выпал. Но все равно рыхлый, вообще рыхлый. Вообще. Дальше не пойду. У меня замерзает уже смартфон. Так. Всем привет, ребят. Кто привет говорит там. Так, Слава, привет. Сусанину привет передай. Так. Так, Александр, привет. Ладно, развернусь, ребят. Добро. Не, камера не выдержит долго, но работает, в принципе. У этого смартфона плюсы и минусы есть. Минусы уже я начал видеть, и как бы с Realme, что у меня было до этого. Ну, он есть, в принципе, работает. Получается, что камера основная здесь послабее. Ну и смс, что-то я вот сейчас надо было мне смс отправить. И по отправке я не мог выбрать сим-карту. Вот когда отправляешь, надо... этого не было функции, что вот выбрать сим-карту. И на одном балансе там не было денег, на другом было. И вот где не было, вот именно на этой симке, бля, это сообщение, ну никак отправить не могу. Капец, там пока баланс не пополнил, все. А на Realme там выбираешь, какой симкой тебе удобнее отправлять. Или в настройках что-то я недоразобрался. Так. Так. Привет, Александр. Батис Иван, привет, Ваня. Таня тоже привет передавай. Так, Беларусь, Кидрова. Даровато есть привет. Добрыня на дальняк сходил. Так, привет из Беларуси. Беларуси, привет. Олег, ты купил толкач? Я тоже хочу купить. Да, толкач купил. И уже сейчас будем на нем кататься. Посмотрим, с моим ростом как будет, с моим весом. Это все я буду озвучивать, рассказывать.
Чуть-чуть, конечно, сиденье низковато с моим ростом, но не знаю, как будет управляться вот по целине. Это вообще, это нелегко будет, скажу вам. Это не то, что вот по прямой ты сидишь и едешь. А вот, скажем, если вот по этим кустарникам уже придется ехать, то не знаю. Вот это все будем в дальнейшем тоже пробовать, испытывать. Так, хорош плеваться. Так, как это? Хорош. И сопли текут, ничего не поделаешь. Приходится. Это не так просто. Так. Ну вот, немножко. Сейчас иду и немножко согрелся, ребят. Привет из Беларуси. Олег тут купил. Так, это читал. У вас так. У нас в Беларуси тоже минус градус 30. Да, в этом году везде. Везде много снега, и уже как бы в больших городах уже плачут там, вот, когда уже этот снег закончится. Быстро им надоело. Вот, ждали там, где зима, где снег. И за неделю уже надоело им. Ну и нам, если честно, этот мороз тоже уже поднадоел. В мороз, конечно, снегопада нету такого, но все равно как бы никуда не выйдешь нормально от входа, я имею в виду. Даже пилевой мороз не старается. Цепь рвется, какой толк. Так. Так. Привет, ой, дегда. Холодно. Василий, привет. Что-то за варежками не вижу лица. Да, холодно, Василий. Плюс, ребята, тепло. Это хорошо, когда тепло. Да, Олег, с вашим, если просто будет на толкаче сложнее. Вот это понимаю. Вот это, вот знаете, вот любую технику, когда я покупаю, когда ты не видишь, ни разу не садился толком, не ездил, это, как сказать, постоянно я об этом думаю. Когда вот трицикл покупал, как я с моим ростом, он может маленький будет, неудобно может будет сидеть. И вот это все напрягало. Вчера я вот собрал толкач, сел, и там в фильме я все буду озвучивать. Как сказать, как собрал, это все покажу, расскажу. И вот тоже вот чуть-чуть, во-первых, низко, сам толкач низкий. И колени-то у меня уже, у меня рост 1,86 м. И когда вот, скажем, вы видите, человек там показывает видео, и рост у него 1,50 м, 1,60 м, он с комфортом сидит, и вес такой не такой, как, скажем, у меня с одеждой уже вес приличный тоже будет. Такие моменты. Но надо все испытать. Труднее, думаю, будет вот в такой снег, когда снег тяжелый, не едет, и через такие вот кусты, через валежник, вот это особенно вот. Ну вот, знаете, вот видите, здесь ровно, хорошо, можно проехать. А вот я добирался до второй избы, там были ельники, и вот это там, вот такая дорога, вот. И там уже, наверное, тоже и на толкаче потяжелее будет. Ну, это так, мои догадки, мои мысли. Кто его знает, может, пролечу там легко. Ну нет, такой снег, он что-то как бы там не было снега, еще у нас пухляк. Вообще прослойки никакого нету. Прослойки нету, он будет в любой момент зарываться. Нету у него зацепления и все дела. Так, посмотрим. Покатаюсь уже на днях.
Олег за сколько купил. Снежный регион, зайдите там, посмотрите цены. 140 было, и доставка еще 7 тысяч. От с Кирова до нашего села. Доставка 7. Олег, у нас уже тепло. Якутия. Так. 35. Вот сегодня у нас 35 тоже. Ну, конечно, если у вас 50 градусов, 35 это вам кайфово. А у нас, скажем, вот сегодня 39 было с утра. И когда вот будет 20 градусов, это уже разница неба и земля тоже нам. Промотал толкать еще порядка очереди примерно, ну, в будущей неделе, возможно. Но на этой неделе то есть. Через день я выкладываю, там перед толкачом еще 3 фильма примерно. Ну, недалеко уже. Так, Дмитрий, привет. Сан Саныч, привет. Олег, а где я? Приезжают домой? Да, гости приезжают. Я вчера на 20-м Нефане карб разбирал, поддувал, так как можно двигатель стабильно работать. Лохнет на холостом. Ага. Ну вот, все. Побродил, походил. Немножко. Тут нормально все. Не, я переход только хотел посмотреть. О, ёбаный свет. Капец, на спину упал так хорошо. О! Да, сижу, ребят. Скользкая, блин, гора. Ай, блин. О. А так вот. Так классно упал, ну хорошо. Нормально. На валенках они косогор здесь, когда в сапогах, я как-то и сейчас что-то я и подзабыл, что тут скользко. Ну, в принципе, дошел. Дальше уже тоже снимать идти не стану. Так, аккуратнее. Ну да, валенки, да. Переход есть сейчас. Да, уезжат через речку. До марта еще будет. Ну вот, погулял. Посмотрел. Машина едет. Сейчас хороший переход. В этом году лед толстый. В прошлом году лед вообще тонкий был. В этом году вообще хороший. Ладно, ребят, тут, в общем, ветер. Ветер чисто север. Ждите видео. Сегодня на обеих каналах вечером посмотрите. В будни я выкладываю 4 вечера. А здесь в основном 6 вечера. Что будет что смотреть. Там даже почти 40 минут, наверное, получилось фильм. Вот такие дела. Все. До новых стримов, ребят. Спасибо, что были со мной. Немножко прогулялся и по пути еще вот так включился. Поснимал для вас природу. Давайте. Пока.